Здравствуйте! В эфире канала «Новый век» выпуск новостей. Информационную картину дня представят мои коллеги и я, Анастасия Маслова. Смотрите сегодня. Проекты, направленные на помощь населению. В региональном министерстве труда прошла пресс-конференция, посвященная социальной поддержке. С детсадовской скамьи в студенты. В ТГУ заработал детский университет. Купальный сезон официально открыт. Пляж в национальном парке готов принять отдыхающих. Об этом и не только подробнее. Сегодня на базе Министерства труда и социальной политики прошла пресс-конференция ко Дню социального работника. Участие в ней приняли представители 5 структур. На встрече с журналистами были затронуты вопросы социальной поддержки льготных категорий граждан, социальные проекты для многодетных и малоимущих семей. Подробнее Чинчи Самбуга. На сегодня в республике более 140 тысяч граждан, которые получают те или иные льготы и социальные выплаты. В их число входят малоимущие и многодетные семьи. Для поддержки таких семей в регионе реализуется несколько проектов, в которые входят социальный уголь и социальный картофель. В 2017 году по социальному картофелю, например, получателей 1333 человека, и отследили параллель по получателям за 2015 год. Получилось, что большинство, это чуть больше 90%, это 1248, по-моему, человек, они, тех получателей, они все-таки в этом году тоже посадили картошку. То есть мы в этом году, в 2017 году, семена картофеля не выдавали тем, которые получали, то есть повтора не было. Каждый социальный проект имеет свой положительный эффект, отметила Людмила Тазол, потому что участники проекта «Корова-кормилица» уже начали получать приплод, а студенты, уехавшие учиться по проекту «В каждой семье не менее одного ребенка» с высшим образованием, получают свои дипломы. Сейчас уже запускается второй круг данного проекта, поэтому уже с учетом тех минусов, тех положительных результатов, мы уже сейчас, конечно, будем наращивать все эти мероприятия, действия для того, чтобы улучшить эффект данных социальных проектов. Также журналистов интересовал вопрос о трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями здоровья. По федеральному законодательству эта категория граждан имеет право на трудоустройство. Однако условия труда и мизерная заработная плата заставляют их отказаться от такой работы. Если раньше место занятости населения работали по обращаемости инвалидов, да, а теперь задача стоит в том, что именно специалисты занятости населения должны выходить на граждан инвалидов. Они должны выявлять, не то что выявлять, выходить к ним, они не выявляют. Мы, когда признаем инвалидов, граждан инвалидами, разрабатываем ИПРУ, которые в течение 3 дней уходят контрагенты. В последующем так называемые контрагенты уже начинают работать непосредственно с людьми ограниченными возможностями здоровья для их трудоустройства. Стоит отметить, что помимо взрослых есть и дети с ограниченными возможностями здоровья, родители которых могут направить на лечение детей свой материнский капитал. Так, по данным регионального отделения Пенсионного фонда на реабилитацию ребенка, средства материнского капитала направили 45 семей по всей стране. У нас в республике одна семья уже воспользовалась. Для ребенка купили велотренажер. Стоимость этого велотренажера 85 тысяч. И тем самым средства материнского капитала частично были направлены на приобретение вот этого велотренажера. Коснулись на пресс-конференции темы безработных, а точнее обсудили решение проблемы. На сегодня Центр занятости населения предлагает не имеющим профессиональное образование гражданам пройти краткосрочные курсы. Данная практика за текущий год уже трудоустроила свыше 500 человек. Чинчи Самбуга, РС Хавалык, телекомпания «Новый век». День работников легкой промышленности в Туве отметят ярмарками и мастер-классами по пошиву. Праздник пройдет 9 июня. Как сообщила глава министерства Елена Каратаева, за последние 10 лет эта отрасль в республике значительно поднялась, в том числе за счет целенаправленной государственной поддержки. Сегодня она представлена 143 частными предприятиями, которые специализируются на текстиле, швейном, кожевенном, меховом и обувном ремесле. В последние годы профиль легкой промышленности расширился такими видами деятельности, как производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов. Торжества по случаю Дня легкой промышленности помимо столицы республики пройдут и в районных центрах – поселке Кахеме, селе Хабуаксы и городе Шаганаре. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 67 копеек, а евро 63 рубля 78 копеек.
На базе главного вуза республики ТГУ открылся первый детский университет. Теперь в высшем учебном заведении республики появились новые студенты от 4 до 14 лет. За все время обучения, это 3 курса, дети получат дополнительное образование, носящее научно-познавательный, учебно-творческий и развивающий характер. Голая и веселая беготня детей, которые слышишь в университете очень редко, заполнила сегодня стены Тувинского государственного университета. Отныне так будет всегда, говорят организаторы детского университета. Ректорат Республиканского высшего учебного заведения предоставил для маленьких студентов первый этаж одного из корпусов. На торжественном открытии ректор ТФГУ Ольга Хомушко призналась, что рады были предоставить место для будущего поколения ученых. А у детей появилась новая возможность в самореализации, найти свое хобби и в то же время не отставать от основного учебного материала, отметил глава правительства. Университет – это то место, в котором очень много умных людей, очень много тех пытливых умов, которые занимаются наукой. Здесь правильно сказали о том, что это не скучная какая-то учеба, как мы привыкли иногда, что в школах иногда бывает так скучно, потому что постоянно надо что-то учить, зубрить и так далее. Двухлетняя мечта Института довузовского образования воплотилась в жизнь. Сегодня на первом этаже Тувинского государственного университета дети разных возрастов занимаются иностранными языками, квиллингом и песочной терапией. С сентября мы опять начнем набирать своих студентов уже по различным направлениям, которые у нас запланированы в университете. Это вы видели, дети с 4 до 7 лет, это мы называем их первый курс, с 7 до 11 лет это у нас второй курс, начальная школа, конечно, и с 11 лет до 14 это третий курс. И мы всех приглашаем посетить наш университет. Будут не только просто творческие занятия, но и познавательные, и к различным дисциплинам. Русский язык, родной язык, английский язык. Все будет связано с развитием речи. В кабинете АБВ ГДЭКа самых маленьких студентов обучают английскому языку. Знаменитая детская песня «Мама, пальчик» усваивается детьми больше и быстрее, чем обычные тексты, говорят учителя. Аудитория «Юниор» похожа на детскую творческую мастерскую, где дети учатся квиллингу и делают украшения. Каждому маленькому студенту отдельный подход. Так, куратор песочной терапии учит студентов избавляться от стрессов с помощью кварцевого песка. Песочную терапию можно проводить как групповой в форме 3-4 детей, как у нас сейчас, да, либо в индивидуальной форме. В индивидуальной форме это когда дети испытывают трудности в общении, тревожные страхи, да, вот по запросам клиента нужно, как метод психотерапии. Песочная терапия развивает мелкую моторику, развивает логическое мышление, память развивает, творческие способности ребенка и в целом самооценку ребенка повышает, потому что на песке у ребенка все получается. Возможность стать студентом университета, не окончив школу, выпадает очень редко. Да и в университете можно выучить практически все языки мира, говорят сами юные студенты. В лагере мне очень понравилось, что многие ребята приходят и дружатся, то есть у нас новые друзья появляются. Сотрудники Института довузовского образования также надеются, что дети, познакомившись с университетской жизнью в столь раннем возрасте, поймут, что учиться в университете – это увлекательно. И, возможно, в будущем сделают выбор в пользу высшего образования. Ведь главная цель детского университета – заинтересовать детей наукой и показать, что она тоже может быть занимательной и абсолютно доступной. Чинчисан Бугай, Ресхавалы, телекомпания «Новый век». Сделаем перерыв на рекламу, увидимся буквально через минуту. Не переключайтесь. Для тех, чье слово на вес золота. Для тех, кто приблизился к звездам. Для тех, кто несет свет. 300 тысяч рублей. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк «Восточный». Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Так, посудомоечная машина Bosch по интернет-цене 17 990 рублей. РБТ.ру. Аттестат профессионального бухгалтера, обучение и квалификационный экзамен. Телефон 228 31. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск.
С сегодняшнего дня городской пляж в Национальном парке культуры и отдыха открыт для отдыхающих. Место отдыха обустроено и готово встретить людей. Там установлена юрта для медицинского работника, который будет дежурить каждый день. 50 шезлонгов, 16 зонтов, 6 кабинок для переодевания, общественный туалет, вышка для спасателей и камера для хранения ценных вещей. Результаты анализов воды и песка показали, что они соответствуют гигиеническим нормативам и санитарным правилам. На городском пляже будет работать пункт проката плавательных средств, жилетов и надувных кругов. Пляж будет работать с 12 дня и до 8 часов вечера. О безопасности на воде мы поговорим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Туве Эдуард Афлетонов. Здравствуйте. Добрый день. Итак, официальный купальный сезон уже открыт. Вы к этому готовы? Да, наши службы готовы к этому событию. Сегодня был открыт первый пляж в городе Кызыли в национальном парке. Хочу передать слова благодарности МАУ «Спорт» за проведенную большую работу при открытии пляжа и по его подготовке. Мы готовы осветить все пляжи, которые у нас будут проходить эту процедуру. Всего у нас планируется открыть 4 пляжа на территории Республики Тыва. Это там, где будут на постоянной основе дежурить спасатели, правильно? Да, будут дежурить везде. Только есть одна разница. 3 пляжа у нас будут инспектировать сотрудники Главного управления и Центра ГИМС, а 1 пляж на озере Акхоль в Магнитогинском районе будут патрулировать работники администрации спасателей. Вот на официальных пляжах дежурят медики, да, спасатели, как мы уже сказали. Но у нас люди почему-то вот очень любят купаться, в том числе в Енисее, в местах необорудованных, где глубоко, где большое течение. И, как правило, именно там чаще всего происходят трагические случаи. Вот как в этом случае быть? Что вы предпринимаете? Да, есть такое положение вещей. С нашей стороны проводится огромная работа по профилактике вот этих предупреждений, этих несчастных случаев на воде, в частности на Енисее, в озерах республики. Проводим профилактические занятия в школах, на предприятиях, в администрациях, в том числе привлекая к этой работе административные комиссии районов республики, где создана в каждом районе такая комиссия. Для этого мы проводим совместные рейды. Сейчас заключили мы соглашение между МВД, охоторыболовством Республики Тыва по проведению совместных мероприятий. Рейды проводятся как и на воде, так и на суше, да, среди отдыхающих? Да, рейды проводим и на воде, и выступаем в школах, выступаем на предприятиях, дабы не допустить происшествия на воде, в том числе и гибель. Детские лагеря как-то охватываете? У нас в этом году планируется открыть 4 пляжа как раз в детских лагерях. Это вот на озере Чагатай, Орленок, на озере Акхоль в Магнитогинском районе, на озере Азас в тот же, и вот Кызыл уже сегодня открыт. А вот такие популярные озера Сватикова, они как-то охватываются спасателями? Да, там у нас есть инспекторский участок Тынысского района, там 2 инспектора, которые отвечают за вот эти озера. И они там будут работать, свою работу будут там проводить. А сколько у нас всего утонувших было зарегистрировано в прошлом году в купальном сезоне? В прошлом году утонуло 21 человек, к сожалению, за купальный сезон. А среди основных причин какие? Основные причины – это купание в нетрезвом виде, купание в необорудованных местах, нарушение правил эксплуатации маломерных судов и беспечность родителей, что очень прискорбно. В общем-то, из года в год не меняются, да, вот эти факторы? Факторы не меняются. Как, на ваш взгляд, быть? Поэтому вот, пользуясь случаем, хочу призвать жителей республики и наших гостей не купаться в незнакомых местах, не купаться в нетрезвом состоянии, не использовать неисправные суда и плавсредства. А родителям отдельно хочу пожелать не оставлять детей без присмотра. Администрациям районов принять все меры к оборудованию пляжей или мест для массового отдыха на воде. А вот как быть, если, например, вот уже в воде находится человек в необорудованном месте, спасателей поблизости нет, и ногу свело? Ну, для этого, вот конечно, здесь человеку надо принять удобную позу, в больших случаях это лечь на спину, держаться на воде и как можно громче кричать о помощи. Спасибо. А скажите, еще в этом году у нас были какие-то случаи трагические?
К сожалению, в этом году уже мы открыли свой печальный сезон. Была одна гибель, погиб ребенок 5-летний, купался в реке Хемчик. Он проживал в селе Кызылмажалык Барухинского района. А что там способствовало трагедии? Трагедия случилась так, что группа детей, он из них был старше, вот этот мальчик 5 лет, пошли купаться на реку Хемчик без сопровождения взрослых. Он полез, естественно, в воду, вода быстрая, холодная, не справился с течением и утонул буквально несколько минут. Надеемся, что этот купальный сезон у нас обойдется только вот одной, к сожалению, жертвой, которая уже произошла. Будем надеяться и примем к этому все меры, в том числе и профилактики, и рейдов, надзорных, все меры будут приняты. Спасибо, что пришли к нам. А я напомню, сегодня у нас в гостях был начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Туве Эдуард Афлетонов. Путешествие во времени. Накануне жители Кызыла смогли окунуться в атмосферу 19 века. В сквере тувинских добровольцев звучала классическая музыка, стихи, ходили люди в убранствах того времени. Так в столице республики отметили день рождения знаменитого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этом году организаторы Национальной библиотеки имени Александра Сергеевича решила отказаться от привычного сценария проведения праздника и устроила в центре Кызыла Пушкинский бал. На звуки классической музыки в сквер тувинских добровольцев постепенно стягиваются люди. Организаторы предлагали жителям совершить путешествие во времени. Атмосферу 19 века создавали портрет Александра Сергеевича Пушкина, да и сам великий поэт, а точнее актеры в его образе. В сквере можно было увидеть не одного, а сразу нескольких Пушкиных. Среди них были настоящие поклонники его творчества. Увлекаюсь Пушкиным я уже 9 лет с начальной школы. И мне очень нравятся произведения, такие как «Анчар», «К Чаадаеву» или «К портрету Жуковского». Ознакомиться с произведениями великого поэта можно было прямо в сквере. Там работала книжная выставка «Идут века, но Пушкин остается». Впрочем, насладиться его творчеством даже невольно получилось и у тех, кто проходил мимо. В сквере звучали стихи поэта на тувинском, русском, французском, японском и даже музыкальном языках. Ну и, конечно, какой бал без танцев? Вальс, мазурка, полонез, хореографы танцевали все то, что было популярным во времена жизни великого поэта. За танцами следовали литературные игры, фотосессии и прочее. Вся атмосфера праздника вдохновляла. Казалось бы, сам Александр Сергеевич среди гостей был в тот вечер и твердил: «Друзья, прекрасен наш союз». Анастасия Маслова, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». Далее наша рубрика «Новости короткой строкой». 15 июня в эфире федеральных телеканалов и радиостанций выйдет ежегодная программа «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Во время программы президент ответит россиянам на интересующие их вопросы. Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону 8 800 240 40, отправив СМС или ММС-сообщение по номеру 040 40, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращение к прямой линии также примут через ВКонтакте и Одноклассники. Задать вопрос можно будет только на русском языке. На территории Республики Тыва с 1 по 9 июня проходят профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с превышением норм светопропускания стекол. Стражи порядка напоминают, что за указанное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Водителям, не выполнившим требования устранить нарушение в установленный срок, придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей или им грозит административный арест на 15 суток. Активисты регионального отделения «Общероссийский народный фронт» в Туве организовали очередной субботник по ликвидации стихийных свалок. Общественники совместно со студентами Кызылского педагогического колледжа и специалистами территориального управления мэрии города очистили от мусора 2 участка, которые были отмечены на интерактивной карте свалок. Всего за время реализации проекта на интерактивную карту занесены данные о 62 свалках на территории региона. После обращения ОНФ муниципалитета 9 стихийных свалок в городах Кызыл и Туран ликвидированы.
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва разработан проект «Сохраним климат вместе», направленный на снижение выбросов парниковых газов на территории региона. В рамках него проведение инвентаризации выбросов парниковых газов поможет установить общую картину в Туве по источникам выбросов, что в дальнейшем будет способствовать реализации политики Минприроды в области регулирования объемов выбросов, разработки нормативных правовых актов, регулирующих и определяющих соблюдать установленные объемы. Региональным управлением ФСБ пресечена деятельность лица, причастного к организации межрегионального канала поставки наркотиков. В октябре прошлого года при попытке перевозки гашиша в крупном размере из Тувы в Красноярский край задержан с поличным 30-летний житель Бурнхемчикского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и вот стало известно, что фигуранту вынесли приговор. По решению суда мужчина отправится на 6 лет в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу. И в завершении выпуска о погоде прогноз узнаем у Музы Черепановой. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды, и я ее ведущая Муза Черепанова. Расскажу о погоде на 8 июня. В ближайшие сутки в Кызыле днем будет пасмурно, возможны осадки. Температура составит плюс 24, плюс 25 градусов. Вечером и ночью плюс 15, плюс 18. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Геомагнитное поле спокойное, давление 698 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 38%. Спасибо за внимание и до новых встреч! На сегодня это все. Будьте в курсе новостей вместе с каналом «Новый век». Всего вам доброго, до свидания.